Я рада приветствовать вас на международной конференции судей по вопросам доступа к экологическому правосудию, организованной Верховным судом и Ассоциацией судей Кыргызской Республики при поддержке ПРООН USA. Я хотела бы выразить нашу искреннюю благодарность Верховному суду Кыргызской Республики за проведение этого важного мероприятия, посвященного развитию экологического правосудия, а также выразить признательность нашим партнерам, Европейской экономической комиссии ООН, правительствам Нидерландов и Финляндии за их ценный технический и финансовый вклад. В рамках моего приветственного выступления я хотела бы выделить три ключевых аспекта. Важность экологической справедливости в современном мире становится все более очевидной. Мы сталкиваемся с тройным планетарным кризисом, включающим в себя изменение климата, утрату биоразнообразия и загрязнение окружающей среды. Эти кризисы представляют собой серьезные вызовы для устойчивого развития, справедливости и прав человека. Решение экологических проблем требует объединения усилий в области правосудия, прав человека и окружающей среды, чтобы разрабатывать решения, которые наилучшим образом защищают интересы людей. Следующим важным аспектом, на который я хотела бы обратить внимание, является роль судебной власти в обеспечении экологического правосудия. Суды играют важнейшую роль в этом процессе, поскольку судьи несут ответственность за толкование и применение экологического законодательства, соблюдение нормативных требований, привлечение нарушителей к ответственности и защиту интересов тех, кто страдает от экологического ущерба. Третий аспект, который я хотела бы подчеркнуть, связан с глобальными и региональными тенденциями, а также национальными инициативами в сфере экологического правосудия. В настоящее время судебные органы по всему миру активно работают над обеспечением экологического правосудия. Особенно важно объединение судей стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, так как оно представляет возможность координации глобальных усилий, обмена ценным опытом и совместного решения проблем через укрепление сети судей, которые активно выступают за экологическую справедливость. Как отметил администратор ПРООН господин Аким Штайнер, ПРООН уделяет все больше внимания правам будущих поколений, в том числе в рамках первой в истории глобальной стратегии ПРООН по вопросам экологического правосудия. Она поддерживает страны в реализации права на чистую, здоровую и устойчивую окружающую среду на национальном уровне. Данное мероприятие отвечает экологической политике и приоритетам Кыргызстана в соответствии с национальной программой развития до 2026 года и указом президента об экологической безопасности и климатической устойчивости в Кыргызстане от 2021 года. Хотелось бы отметить, что ПРООН, руководствуясь своей приверженностью правозащитному подходу, активно поддерживает экологическое правосудие в рамках многих инициатив. В качестве примера можно привести нашу работу по обеспечению доступа к безопасной и чистой воде как универсального права человека. Мы также работаем над внедрением принципов охраны окружающей среды и прав человека в управлении горнодобывающим сектором, в частности, повышением осведомленности и обеспечением доступа к информации в соответствии с Орхусской конвенцией. Программа ПРООН «Климатическая перспектива» действует более чем в 120 странах, представляя собой одну из самых масштабных в мире форм поддержки обязательств стран по борьбе с изменением климата. При переходе к зеленой экономике приоритетное внимание должно уделяться правам человека, чтобы обеспечить справедливый переход от ископаемого топлива для достижения климатических целей. Кроме того, ПРООН в сотрудничестве с правительствами 40 стран, включая Кыргызстан, разрабатывает национальные планы действий по защите прав человека и бизнеса, которые направлены на то, чтобы частный сектор способствовал достижению целей в области прав человека и окружающей среды и не подрывал. Я хотела бы подчеркнуть, что ПРООН намерена сотрудничать с партнерами в области правосудия и охраны окружающей среды в целях укрепления механизмов экологического правосудия и развития потенциала субъектов правосудия в рамках
в нашей новой инициативе в Кыргызстане, осуществляемой совместно с Ассоциацией судей Кыргызской Республики и Орхусским центром, которая была запущена в январе этого года. В заключение необходимо отметить, что экологическое правосудие является основополагающим фактором устойчивого развития, а судебная власть играет в нем ключевую роль. ПРООН, как надежный и заинтересованный партнер, объединяет глобальные тенденции с региональными и национальными условиями, ставя человека в центр нашего подхода к решению экологических проблем. Вместе мы сможем трансформировать принципы экологической справедливости в долгосрочные и значимые последствия для жизни людей. Большое спасибо за внимание, и пусть мы останемся непоколебимы в своем стремлении отстаивать экологическое правосудие и справедливость как на международной арене, так и здесь, в Кыргызской Республике. Чон Рахман.